Шохлопанбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 59-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашары, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Приступим к сегодняшнему занятию. У нас с вами сегодня по плану мы с вами вспомним и узнаем некоторые новые скороговорки, отработаем произношение некоторых звуков родного языка. Дальше вспомним некоторые правила чтения и закрепим сегодняшнее занятие с помощью небольшого упражнения на переписывание. Давайте сразу приступим к занятию, не будем откладывать в долгий ящик. Итак, развитие речи. Мы здесь подразумеваем, что пройдем с вами несколько скороговорок. Давайте сначала вспомним, как скороговорки на абазинском языке. Скороговорки на абазинском языке. Аласфяраква. Аласфяраква. Да? Обратим внимание на выделенные буквы. Здесь мы видим две выделенные буквы. Букву Х и букву К. От вас, от зрителей, требуется следующее. Значит, когда вы видите выделенные буквы, вы пишите, сколько можете придумать слов, в которых содержатся эти буквы. Так мы с вами легче сможем запомнить произношение этих слов, этих букв. Значит, букву Х, которая пишется как Х, палочка В, мы с вами запоминаем с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. Следующая буква — это буква К. Букву К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Итак, еще раз повторим, как скороговорки на абазинском языке. Аласфярако. Аласфярако. Скороговорки. Да, повторили. Теперь приступим к самим скороговоркам. Ювечу-вечуа, ев агвара, ачагвара цис. Його-чого-чого, ев агвара, ачагвара цис. Итак, посмотрите, сколько здесь много, да, выделенных букв. Наша с вами первая задача — разобрать каждую букву по отдельности, вспомнить для кого-то и узнать впервые, как правильно произносятся эти буквы. Каждая буква, она выделена другим цветом, чтобы было удобнее воспринимать. Итак, начнем с буквы Г. Посмотрите, как она пишется. Г, твердый знак В. Г, твердый знак В. Да? Это буква Г. Мы с вами запоминаем правильное произношение этой буквы с помощью слова гуара. Это деревянный забор. Гуара. Г. Да? Вообще Г — это также и деревянная доска. Итак, букву Г мы с вами разобрали. Следующая буква — это буква Ч. Посмотрите, как она пишется. Она пишется как Ч-палочка. Мы с вами ее запоминаем с помощью слова блюдце. Чат. Дальше мы с вами вспоминаем, что букву К мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Также мы с вами запоминаем с помощью слова клюква произношение буквы П. Посмотрите, как пишется буква П в слове юк. Да? Буква П пишется как П-палочка. П-палочка. П-р. Агвара. Это мы уже разобрали, да? Два раза мы встречаем букву Г, которую мы запоминаем с помощью слова гуара, да? Агвара — это равнина, гуара — деревянный забор. Следующую букву, которую мы с вами запоминаем, это буква Ш. Посмотрите, как она пишется. Она пишется как ЧВ, да, с помощью двух согласных, а произношение этой буквы мы запоминаем с помощью слова постель.
Постель на абазинском языке чарта. Чарта. И, наконец, букву Ц, посмотрите, ачагуарацис, Ц, мы запоминаем с помощью слова дерево. Цла. Цла, да? Обратим внимание, что буква Ц пишется как Ц-палочка. Итак, давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Мы с вами разобрали все выделенные буквы, так что можем спокойно приступить уже к правильному произношению слов в этой скороговорке. Йогочугочуа, юг агуара, ашагуарацис. Да? Перевод какой в этой скороговорке? Что, йогочугочуа это подражание звукам, которые издает птица. Она находится на равнине и издает эти звуки. Птичка полевая, о ней и речь. Следующая скороговорка, мы здесь отрабатываем звук «п». Значит, сначала давайте обратим внимание на то, как произносится и пишется звук «п». Смотрите, к, палочка, в, да? Вот об этом звуке сейчас будет идти речь. Итак, «п». Читаем скороговорку. Орман, айдан, аласрат, цат. «П». Орман, айдан, аласрат, цат. Орман отправился в аул Айдан, чтобы играть в игру. Да? Аласра. Это игра древняя. Значит, вспоминаем, что звук О мы с вами запоминаем с помощью слова гармонь. Абез. Еще раз обратите внимание, что звук О пишется как К, твердый знак В. Айдан, Орман, Аласра, Абез. Видите, как много возможностей у нас с вами для того, чтобы запомнить правильное написание этого звука. Звук Т в слове «цат» пишется как Т-палочка, а мы запоминаем с помощью слова «сова». Та, ацкя, абак, ацкя, бацкя, ацкя. Итак, разбираем звук К. Пишется как он? К, твердый знак, мягкий знак. Да? К, твердый знак, мягкий знак. Значит, звук К в слове абак, то есть хлеб, мы запоминаем с помощью слова тыква. Тыква на абазинском языке каб, каб. Звук к, твердый знак, мягкий знак, мы с вами можем запомнить с помощью слова кат-кат, то есть болтун, да? Звук п мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп, прп. Здесь мы также видим звук Ц, но мы с вами просто вспомним, что звук Ц мы с вами запоминаем с помощью слова дерево, цла. Разобрали все выделенные буквы, теперь давайте еще раз повторим, прочитаем теперь уже скороговорку. Абак, ацка, бацка, ацка. Абак, ацка, бацка, ацка. Очень хорошо, отлично. Теперь переходим к следующему разделу сегодняшнего урока. Это правило чтения. Давайте вспомним сразу же, как правило чтения на абазинском языке. Ахарывка ргабхаща. Ахарывка ргабхаща. Да? Мы видим выделенные буквы. Теперь давайте сразу же обратим на них внимание и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Быстренько пройдемся, потому что я уверена, вы уже хорошо знаете эти буквы, потому что мы встречаем их на каждом занятии. Итак, букву Х мы запоминаем с помощью слова груша. Х, Х. Букву К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Букву Г мы запоминаем с помощью слова весна. Г, гапн. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Хапщ. Итак, вот список слов, которые мы сейчас с вами отработаем. Кто-то выучит их, а кто-то просто вспомнит, потому что знает их. Итак, яхча сегодня, яц вчера, жац позавчера. Яхча сегодня, яц вчера, жац позавчера. Так, вы можете написать эти слова в комментариях. Это вам будет очень полезно, потому что чем чаще мы с вами тренируемся в написании слов на абазинском языке, тем легче у нас пойдет
и речь на родном языке, и тем более грамотными мы будем в том, что касается родного языка. Итак, яхча сегодня, яц вчера, жац позавчера. Теперь разбираем выделенные буквы. В слове яхча мы видим звук х. Пишется как х мягкий знак. Мы его запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хяпщ. Х, хяпщ. Звук ч мы с вами запоминаем с помощью слова яблоко. Ч, ча. Звук ж мы с вами запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке ж. Да? Разобрали все выделенные буквы, а теперь давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Яхча сегодня, яц вчера, жац позавчера. Двигаемся к следующему слайду. Апыжац 3 дня назад, уач завтра, уачашта послезавтра, а ущта на 3-й день. Апыжац 3 дня назад, уач завтра, уачашта послезавтра, а ущта на 3-й день. Теперь мы с вами прочитали, молодцы. Теперь мы с вами разбираем выделенные буквы. Начнем с буквы Ж. Мы ее видим в слове апыжац. Букву Ж мы с вами запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Ж. Букву Ч в слове уач, уачашта мы запоминаем с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке ча. Ч, ча. Обратите внимание на то, как пишется звук Ч. Пишется он как Ч, палочка, В. Да? Не самый простой звук. Обратим на него дополнительное внимание. Постараемся запомнить. Ч, ча. Так, разобрали выделенные буквы. И теперь давайте еще раз прочитаем. Апыжац 3 дня назад. Уач завтра. Уачашта послезавтра. А ущта на 3-й день. Итак, теперь мы с вами переходим к следующему слайду. Здесь, теперь мы приступим к названиям дням недели. Да? К названиям дням недели и вспомним, как они произносятся правильно. Так. Шахя – понедельник. Вяша – вторник. Хаша – среда. Шахя – понедельник. Вяша – вторник. Хаша – среда. Теперь разбираем выделенные буквы. Звук Ш мы с вами запоминаем с помощью слова олень. Да? Ш-шарах. Звук В с помощью слова гнездо. В-вяра. Шахя – понедельник. Вяша – вторник. Хаша – среда. Следующая группа слов. Пщаша – четверг. Хуаша – пятница. Сапша – суббота. Мчаша – воскресенье. Пщаша – четверг. Хуаша – пятница. Сапша – суббота. Мчаша – воскресенье. Теперь разберем выделенные буквы. Букву Х, как в слове хуаша, пятница, мы запоминаем с помощью слова червь. Х, хуа. Звук Ч, как в слове мчаша, то есть воскресенье, да, мы запоминаем с помощью слова конь. Ш. Итак, разобрали выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Пщаша – четверг. Паша – пятница. Сапша – суббота. Мчаша – воскресенье. Очень хорошо, молодцы. На этом мы с вами закончили второе упражнение на сегодняшнем занятии и подходим к последнему, да, на сегодня. Это упражнение на переписывание. Давайте для начала вспомним, как переписывание на абазинском языке. Переписывание, конечно же, на абазинском языке аквюлхара. Аквюлхара. Да? Теперь обратим внимание на выделенные звуки и постараемся их запомнить. А для того, чтобы нам с вами легче было их запомнить, мы попробуем вспомнить слова, с помощью которых мы запоминаем произношение этих звуков. Итак,
Букву К, которая пишется как Х, твердый знак, мы с вами запоминаем с помощью слова шапка. Хлпа. Букву Г, которая пишется как Г, палочка В, мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гора. Букву Г, которая пишется как Г, палочка, да, мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Приступим теперь к самому предложению. Дзнб. Шашакап. Апшагаси. Дзнб. Шашакап. Апшагаси. Осень. Прохладно. Дует ветер. Да? Теперь что мы делаем? Мы по традиции с вами вспоминаем сейчас, с помощью каких слов мы запоминаем правильное произношение выделенных букв. Начнем с буквы Дз. Букву Дз мы с вами запоминаем с помощью слова вода. Дз. Букву П мы запоминаем с помощью слова клюква. Прп. П. Прп. П. Прп. Да? Следующая буква это буква Х. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Х. Хапш. Х. Хапш. Букву Ш мы с вами запоминаем с помощью слова олень. Олень на абазинском языке шарах. Ш. Шарах. Букву К мы с вами запоминаем с помощью слова шапка. Х. Хлпа. Букву Г пишется как Г, палочка, да? Г. Мы запоминаем с помощью слова весна. Г. Гапн. Букву Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Т. Да? Разобрали выделенные буквы. Теперь нам гораздо легче должно быть прочитать эти три предложения, которые мы видим на слайде. Приступим к чтению. Я читаю. Если вам легко уже читать, вы читайте самостоятельно. Если нет, просто тренируйтесь, повторяйте за мной и сопоставляйте звуки, которые я произношу, с теми буквами, которые вы видите на экране. Дзнб. Шашакап. Апша. Гасит. Дзнб. Шашакап. Апша. Гасит. Осень, прохладно, дует ветер. Итак, ацлабырква гейт. Ацлабырква гейт. Листья деревьев увядают. Теперь разберем выделенные буквы. Буква Ц в слове ацла. Конечно, мы ее запоминаем с помощью слова дерево. Ц, цла. Бырква. Звук Р мы запоминаем с помощью слова ряр-ряр, погремушка. Бырква. Звук К мы еще встречаем в этом слове. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Букву Р в слове рейд. Увядают. Мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гора. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Теперь мы с вами, когда мы с вами разобрали выделенные буквы, давайте прочитаем предложение еще раз. Ацлабырква гейт. Ацлабырква гейт. Листья деревьев увядают. Гнып. Хтаб. Асы асит. Амшква хшашат. Гнып. Хтаб. Асы асит. Амшква хшашат. Зима, холодно, идет снег, дни холодные. Да? Перевод такой вот. В слове гнып мы видим звук г, который мы с вами запоминаем с помощью слова поезд. Гба. Гба. Букву П мы по традиции запоминаем с помощью слова, клюква. П, прп, п, прп. Букву П мы запоминаем с помощью слова прп, п, прп, да, клюква. Букву Х мы запоминаем с помощью слова золото. Х, хапщ. Букву Г мы запоминаем с помощью слова весна. Г, гапн. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Еще раз напомним себе, что букву К мы запоминаем с помощью слова крыша. И что крыша на абазинском языке К.
Еще раз повторим, что букву Ш мы запоминаем с помощью слова олень. Ш, шарах. Ш, шарах. Да? Еще раз прочитаем предложение. Теперь гнп, хтап, аса асит, амшква, хшашат. Зны апша ачасит. Зны срычха нагит. Зны апша ачасит. Зны срычха нагит. Перевод. Ветер то стихает, то метет метель. Теперь разбираем выделенные буквы. Буква Ч. Мы ее запоминаем с помощью слова крот. Ч. Чу. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Да? Букву Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Ч. Чарта. Букву Х мы запоминаем с помощью слова трава. Х. Хра. Обратим внимание на букву Х. Это не самая простая буква, да? Обратим на нее внимание дополнительно. Посмотрим, что пишется она как Х, палочка В. Х, палочка В образует звук Х. Следующая буква это буква Q. Абыз. Абыз тоже не самая простая буква. Абыз. Да? Пишется как К, твердый знак В. Бина. Абыз. Теперь еще раз давайте прочитаем предложение. Зны апша часит. Зны срычхан нагит. Зны апша часит. Зны срычхан нагит. Очень хорошо, молодцы. Отлично поработали. Ауга пхата червечит. Ауга пхата червечит. Люди теплее одеваются, да, тепло одеваются. Букву Г мы запоминаем, конечно, с помощью слова весна. Букву Ч мы запоминаем с помощью слова лошадь или конь, да, Ш. Букву В пишется как Г, палочка В. Мы запоминаем с помощью слова гнездо В, жара. И букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Еще раз давайте прочитаем предложение. Ауга пхата червечит. Ауга пхата червечит. Люди тепло одеваются. Очень хорошо, молодцы, отлично поработали на сегодняшнем занятии. На этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызша. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах